озвучить. Первое, я бы хотел бы показать видео с Сайдамином Ибрагимовым. У нас намечается, скоро мы начнем опять свои марши, требования для того, чтобы наконец-то международные институты, о которых, если я сейчас, наверное, скажу что-то плохое, мне скажут, зачем ты оскорбляешь там какой-нибудь там суд Гааги, который трусливо не продолжает, не выполняет своих прямых обязательств, на которые выделяются огромные деньги, построено прекрасное здание, работают сотни, может быть, тысячи профессионалов, они не выполняют прямых своих обязательств. У меня есть подозрения, я высказывал свои подозрения. Почему? В первую очередь, конечно же, это малодушие, ну и другие есть поводы, причины, возможно. Но я хочу сказать, что мы давно бьемся над тем, чтобы права людей, мы имеется в виду чеченцы, в первую очередь это Сайдамин Ибрагимов, президент нашей международной ассоциации «Мир и права человека», проживает в Страсбурге. Сайдамин Ибрагимов уже много лет является правозащитником, борется за права людей во всем мире. В 2004 году у него была очередная голодовка перед зданием, в здании парламента. Он там выступил, ему стало плохо, его забирает скоро. Он в бессознательном состоянии. Сайдамин около 42 дней голодал. Ну, давайте сейчас посмотрим. Я буду здесь на чеченском языке, если я буду озвучивать, переводить на русский язык. И я бы хотел сказать историю жизни Сайдамина Ибрагимова, борьбы этого человека, кремня, который борется за права чеченцев. Чеченцы, даже чеченцы, не все о нем знают. Но в Европе, в мире о нем знают очень много компетентных людей. И хотелось бы, чтобы все узнали Сайдамина и всячески помогли, потому что мы скоро, в этом году, уже скоро, мы начнем снова наши акции, марши, ну и разные мероприятия для того, чтобы привлечь ответственности военные и политические силы России за преступления, совершенные против Чеченской Республики Ичкерия и ее граждан, в частности за преступления против человечности, военные преступления, акт агрессии против Чеченской Республики Ичкерия и акт геноцида против ее народа, чеченского народа. Давайте посмотрим и продолжим наш стрим. Сайдами выступал в Европарламенте, ему стало плохо, его пригласили выступить, ему стало плохо, и сейчас за ним приехала скорая и выносит. Сайдами потерял, видимо, сознание, потому что он не реагирует. Сейчас вы все сами увидите. Кстати, кто не видел, не помнит Сараляпова, это вот тот самый Сараляпов, которого вы, наверное, давно уже не видели.
Скажи что-нибудь для нашего сайта Чечен News. Ага, ну вот, Саид Амин выступил там, ну, грамотно, четко разговаривал, просто он был сильно устал, много шел, не хотел на колясках туда сходить, но выступил, сказал свое, все депутаты там ему сказали, вы нам нужны, чтобы провести работу. Но он рассчитывал на то, что ему дадут письмо, где написано будет, что его требования будут выполнены. Они просто так не работают. Они снова сейчас чувствуют, что начинается снова работа. Этот новый докладчик Дик Марти, еще Рудольф Биндик, который был раньше докладчик, тоже участвовал. И если они вместе будут работать, это будет действительно сильно. Саид Амин нужен для чеченского народа. Я изначально считаю, что он зря голодует. Надеемся, что оживим его сегодня и что дальше будем с ним работать. Спасибо. Вот Саида Амина, вы видите его товарищей, его друзей, которые пытаются его оживить, да, отправляют его в больницу. И там пытаются, к большому счастью, Саида Амина удалось спасти. Вместе с тем, в 2004 году, после вот этой голодовки, требования, которые выдвигались Саидом Амином Ибрагимовым и депутатом Европарламента Оливье Дюпюи, были удовлетворены, и Европарламентом была принята резолюция о признании актом геноцида депортации чеченского народа 26 февраля 2004 года. Была принята эта резолюция. Это был первый случай в истории Европарламента, когда депутат Европарламента вместе с Саидом Амином Ибрагимовым и вообще голодали. Большое спасибо за то, что сделал этот депутат Оливье Дюпюи. Он живет сейчас в Бельгии. По-моему, итальянец сам по происхождению, не знаю точно. Вместе с Саидом Амином и Дюпюи голодал также гражданин Узбекистана. На 22-й день он умер во время интервью с американским журналистом. Он скончался. Этот человек выступал за права своего товарища, и когда узнал, что Саид Амин голодает, он придерживается голодовки, он присоединился к Саиду Амину Ибрагимову и к Дюпюи, но на 22-й день он умер. Дюпюи держал голодовку 18 дней, Саид Амин Ибрагимов продержал голодовку 42 дня. Поддерживали требования Саида Амина и Дюпюи более 100 депутатов парламента, и на 42-й день была принята вот эта самая резолюция. Давайте сейчас послушаем, я тоже буду переводить, здесь Саид Амин очень в плохом состоянии, говорить на чеченском языке. Я буду переводить на русский язык, чтобы все узнали этого великого сына чеченского народа. На самом деле, без преувеличения, человека из гранита, из кремня. Он Саид Амин просит извинения за то, что он очень слаб. Я бы хотел вам сказать,
сегодняшнее, то, чем я занимаюсь, некоторые говорят, как это сопоставить с религией. Я вышел на Газават ради Бога. Я выучил все, что связано с этим, касается соответствия с международным правом и с юридической стороны международным правом. Юридическое русло, мой вопрос перевести сюда. Проблем Если даже это дело не будет переведено в юридическое русло, я знаю, что никогда не будет решения этому вопросу. Это требование. Главная моя задача, чтобы наш чеченский народ освободился от этой проблемы. Он говорит, что я никому не мешаю, моя деятельность, вот тем, что я сейчас занимаюсь, она никому не наносит вреда, и кроме тех, он только за то, что вот 400 лет мы находимся вот в этом гнете, под этим гнетом, и мы хотим от этого освободиться. Мы предлагаем искать юридическую дорогу, чтобы они не могли, обозвав нас разными ярлыками, творить над нами то, что творят. Поэтому я обращаюсь, прошу всех, не обвиняйте меня, не говорите, не смейтесь надо мной, не говорите, что это ерунда. Знаете, что это для нашего будущего поколения. Кто может, приходите. Я не призываю голодовку объявлять. Покажите, что вы есть. Скажите, чтобы они выполнили мои требования. Больше от вас ничего не требуется. У них нет никакого юридического основания, чтобы нас так угрожать. Русские в Москве делают митинг, поддерживая меня. В Англии делали митинги. И если бы мои требования были незаконными, мне бы здесь сказали бы. Они ничего не нашли противозаконного в моих требованиях. Это нужно нашему народу. Умереть никто не хочет. Это делается не из-за того, что хочется умереть.
Кто-то говорит, что меня нужно насильно накормить, но я не обращаю на это внимания. Но эти люди мне в лицо не сказали бы. Если нам нужна наша государственность и наша свобода, если мы хотим сохранить наше будущее поколение, если мы не хотим раствориться, забыв традицию, культуру, наша потерянная молодежь, мы должны закончить начатое это, если мы этого всего не хотим выше перечисленного. Мы верим в то, что мы делаем. И если бы не верил бы я в это, я бы не смог этим заниматься. Ради нашего народа и ради нашего государства. Вот так он сказал. Сразу продолжая эту тему, здесь есть другое видео, оно чуть подольше. Хотелось бы закончить вот этот раздел обращением товарищей Сайдамина Ибрагимова, людей, которые представляют Ичкерию здесь, в Европе. Сейчас некоторые отошли от дел, правда. Но давайте послушаем, что они говорят. Тоже не говорят на чеченском, и я буду переводить. Кстати говоря, если кто хочет в оригинале увидеть это видео, его можно увидеть на канале Чече Ньюс. Призыв к прекращению голодовки участников митинга. Тут же вы найдете и те же видео, которые я вам только что показывал. Как Сайдамина выносят из Европарламента, ну и так далее. То, что вы сейчас видели его интервью в постели. Из Германии Биндик говорит, есть представитель Германии в Европарламенте. Он попросил Сайдамина, очень от души, сильно попросил. Ты не в первый раз делаешь голодовку. Ты переживаешь за свою страну. Давай вместе работать. Если с тобой что-то случится, это будет вред и народу, и твоему государству. Давай вместе работать. Я прошу тебя, прекрати эту голодовку. Очень приятно было слышать от этого немецкого политика эти слова. Поэтому я хочу сказать Сайдамину, я извиняюсь, Сайдамин, я все равно должен тебе это сказать. Я слушал все эти разговоры, какие к тебе от Европарламента идут разговоры. Твоими знаниями, способностями ты смог бы с ними добиться больших успехов. Я прошу, прекрати голодовку, Сайдамин. Прими их предложение. Они готовы трудиться, помогать нашему делу, нашему народу. Я очень хотел бы, чтобы ты прислушался к ним и выполнил их просьбу,
ومخبوش جهوي بلشاوي ويتعين إيزوش بولشاوي جهة. Ради всех погибших, ради кого они сейчас мучают, ты сделал эту голодовку. Они сказали, что у тебя еще больше будет возможностей. Если с тобой что-то случится, это будет для нас большая потеря. Поэтому прошу, Сайдами, послушай, попробуй принести пользу, прекрати голодовку. Если все сразу не получается, будет получаться. Потом подошел Бенедикт и сказал: поговорите с Сайдамином, попросите его прекратить голодовку. Мы сами приехали с Германии, чтобы просить его об этом. Прошу, Сайдами. Ты и так много сделал. Достаточно даже того, что ты уже сделал. Мне кажется, это большая польза, то, что говорили вот эти депутаты. Сайдами, со мной из Парижа приехали люди, когда ты первый раз организовывал пеший марш. Со мной товарищи. Ту дорогу, которую ты сейчас вывез, уже какой-то результат имеется. Ты уже многое сделал, этого достаточно. Если ты говоришь, твоя смерть, как ты заявляешь, что твоя смерть будет на их совести там, и так далее, лучше пускай ты будешь живой и бельмо на глазу у них. Было бы так лучше, я считаю. Мы не хотим тебя там переубедить или там выправить. Здесь нет таких. Но если ты нас слушаешься, если мы одни люди, когда ты нас зовешь, мы приходили всегда. Вернись в нормальную жизнь. Если ты не хочешь нас слушаться и хочешь уйти, у нас много умерло, и никто не переживал, никто не будет переживать. Это Иса говорит. Ребята уже все сказали, что нужно было сказать. О том, что международные организации обязаны соблюдать, не соблюдают эти правила, мы все знаем. Говорят, ты готов умереть, уже все, ты уже умрешь. Даже не обязательно Саид Амин должен отдавать свою жизнь, потому что уже есть результат. И я так понимаю, как тут говорят, он говорит, что для этого нет необходимости отдавать тебе свою жизнь, чтобы добиться своих требований, имеется в виду. Нам Саид Амин, как они говорят, всем нам нужен. Та польза, которая от тебя была и которая будет от тебя, ты нам нужен живой. Мы просим тебя, не делай себе вот это усилие, не прилагай это усилие. Саид Амин наш хороший друг.
Мы из Австрии приехали, с Германии, с Франции приехали. Приезжаем, когда оно нужно. Мы скажем мнение своих товарищей. Я скажу. Я считаю, что если мы от государства хотим добиться становления своего государства, я считаю, что правильно будет, если Сайдамин будет продолжать эту работу. Ну, имеется в виду, не погибнет, а продолжит свою правозащитную работу. У нас много погибло достойных сынов. Наша же главная задача не умереть, а добиться результата. Мне и моим товарищам кажется, добиться на сегодняшнем результате, можно добиться завтра еще результата. Сегодня я тебя прошу прекратить, на этом остановиться. Посмотри, что они сделают. 6-й или 7-й раз ты ее делаешь. Можно будет ее начать заново. Мне кажется, извлечь из этого выгоду сейчас надо. Прошу тебя, Сайдамин, мы от лица своих товарищей прекратить голодовку. На совести чиновника это всего чиновник есть чиновник. Если есть какой-то результат сегодня на этом остановиться, закрепиться и попробовать завтра добиться большего. Спасибо тебе от Всевышнего. Я прошу Сайдамина прекратить. Как наши братья сказали, ты просил, конечно, к тебе, чтобы мы не обращались к тебе. И я с тобой говорю с тем уважением, которое я к тебе проявляю. Ты первый вышел на Газават, второй ты ради своего народа. Это твое намерение, мы верим в твои намерения. Вот все те люди, которые сейчас только что говорили передо мной, это люди, которые представляют наш народ. Ты выступаешь за народ, а это представители от народа. Нам нужны еще много дискуссий провести в этом Европарламенте, имеется в виду. И ты нам нужен. Спасибо тебе большое, что ты делаешь большое дело. Если бы ты немножко послушался бы и людей, нас тоже. Я говорю от матерей и сестер, прекрати голодовку, Сайдамин. Это месяц Рамадан, он говорит, это ценное время для нас, и мы должны... Ну вот, в принципе, то, что говорят представители
разного уровня чеченского народа, которые собрались перед Европарламентом, призывают Саид Амина прекратить голодовку и остаться в живых. Надо напомнить, что требования были выполнены, была принята резолюция Европарламентом. Это очень ценный и важный документ, который мы пересылали. Например, я лично его пересылал в Украинскую Раду, которую мы пока не получили ответа. Это резолюция, которая признает актом геноцида депортацию чеченского народа 1944 года. Вот, в принципе, чего и как добивались наши люди, в первую очередь Саид Амин Ибрагимов, своими акциями. Мы будем продолжать наши акции, мы будем всячески помогать Саиду Амину Ибрагимову продолжать наши акции. Призываю всех вас то же самое делать, придерживаться, помогать, поддерживать Саида Амина, нас всех. Поэтому наши права, наша защита наших прав в наших руках. Присоединяйтесь. Все будет Ичкерия. Да, Алмула.